А вот и закончились соревнования по женскому волейболу 5-х международных спортивных игр «Дети Азии». В стенах Дворца спорта «Кимберлит», который находится за моей спиной, все эти дни шли нешуточные спортивные баталии. И, наконец, сегодня стала известна команда «Чемпион». Первая игра заключительного дня соревнований определила обладателей 5-го и 6-го мест в международном волейбольном турнире. Матч между сборными Якутии и Казахстана с первых минут показал очевидное превосходство республиканской команды. Оторвавшись сразу на несколько очков, наши девушки удерживали комфортное преимущество, лишь однажды допустив ничью 13-13. Но это не помешало якутянкам сконцентрироваться и завершить игру чистой победой 3-0. Я, конечно, сегодня больше рассчитывал, что команда Казахстана более яро подойдет к игре, посопротивляется. Что-то у них, видимо, тоже не получилось. Поэтому игра сегодняшняя, она больше психологически, наверное, была. Итак, на счету якутской сборной 2 поражения и 2 победы. Команде есть над чем работать, хотя, как утверждают тренеры сборной, далеко не все в этом турнире зависело от опыта игроков. Мы попали в группу смерти, так называемой, и должна была быть вот эта игра. Мы или ее выиграли и вышли, или мы ее проиграли и не вышли. И то, что девчонки варятся в своем котле, местные якутские девчонки не играют вообще нигде. Конечно, они здесь самые лучшие. Но, как оказывается, при сравнении с волейболистами других регионов, они очень сильно отстают. Хотелось бы увидеть более доброжелательное отношение к своей сборной от Федерации волейбола Республики. Мы не почувствовали ее вообще никакой, ни плохой, ни хорошей, просто брошенные сами по себе вариться в своем. То, что сумеем сделать, организовать сами, то мы и сумели сделать. Второй игрой дня стало противостояние сборных Китая и Дальневосточного федерального округа. Как оказалось, для дальневосточников это был далеко не лучший день. С первых минут игры команда выглядела абсолютно растерянной. Спортсменки совершали поистине детские ошибки, чем китаянки немедленно воспользовались. В итоге первая партия окончилась с разгромным для российской команды счетом 25-6. Во второй партии обе сборные шли почти вровень, но это, скорее всего, благодаря тому, что китаянки почувствовали уверенность и расслабились, позволив соперницам догнать их в счете. Вторая партия, так же как и третья, оказалась за командой из Поднебесной. Таким образом, китайские волейболистки завоевали 3-е место в соревнованиях. Предыдущий матч с Таиландом нас многому научил. Получив ценный опыт, мы использовали его в игре с остальными соперниками. И это во многом помогло нам выйти на 3-е место. В финале оспаривать звание лучшей команды вышли представительницы Таиланда и Уральского федерального округа. Первую партию российские волейболистки выиграли с двойным превосходством 25-13. Во второй партии тайки начали заметно нервничать. Их тренер пытается спасти ситуацию, все чаще уходя на тайм-аут. Но рекомендации наставника не помогли. Счет 25-16. В третьей заключительной партии уральская сборная поставила окончательную точку в споре о том, кто же окажется обладателем первого места. Ну, уральцы очень опытные игроки, у них очень большой, так сказать, опыт встреч, очень много они встреч проводят высокого уровня. Поэтому это в конечном итоге сказалось, тем более очень они высокорослые. Вот. Все это в сумме и опытный тренер, заслуженный тренер России. Все это вместе привело к тому, что они стали чемпионами. В итоге с чистым счетом 3-0 волейбольная сборная Уральского федерального округа стала победителем 5-х международных спортивных игр «Дети Азии».